второе послание Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Второе послание Коринфянам, там 13 глав, и в 13 главе 13 стихов. И последний стих во втором послании Коринфянам, 13. Как он звучит, как он звучит? Мы часто заканчиваем общение этим стихом. Мы говорим, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. И пошли все по домам, да? Собрание закончено. Посмотрите, когда говорится благодать Господа нашего Иисуса Христа, благодать это то, что исходит от Иисуса Христа. Благодать это особенное такое, знаете, это, можно сказать, это сила, можно сказать, это особенное переживание. И именно благодатью Божией мы можем сделать то, что никогда сами бы не сделали своими силами. Поэтому мы говорим, Христос делает это в нас. Да? Мы не могли бы простить кого-то сами, потому что люди боль очень сильную причиняют. Но благодатью Христа, который в нас, мы можем это сделать. Благодать это нечто одностороннее. Это то, что исходит от Христа, а мы просто принимаем. Да? О, благодать! Сегодня пели, о, благодать, о, благодать. Бог решил мне дать, о, благодать. Благодать это нечто одностороннее, то, что исходит от Христа, и мы принимаем. Все, что нам надо верой принимать благодать. Да? Дальше сказано, любовь Бога Отца. О, любовь Отца. Завтра я думаю проповедовать о любви Отца. Завтра. Поэтому скажите всем, кого знаете. О, завтра будет проповедь такая вообще. Пусть приходят, дайте им затравку такую. Любовь Отца, она тоже, она безусловная, она односторонняя, то есть она исходит от Отца. Мы ничего не можем сделать, чтобы заслужить или не заслужить. Это Отец, от Него это исходит, это Он так к нам относится, это односторонне. Все, что мы можем делать, мы можем принимать, да, любовь Отца, тоже верой принимать. Но когда говорится об общении Духа Святого, то общение, оно не одностороннее. Это дорога с двусторонним движением, понимаете? То есть общение с Духом Святым предполагает, что это обоюдно. И знаете что? Периоды вообще в истории периоды, когда Бог, Он открывает себя вообще людям, да, вот мы читаем Ветхий Завет, мы делим так Ветхий Завет, Новый Завет, а есть там еще вот этот промежуток, знаете, время Иисуса Христа, да, когда Он пришел на землю. Вот Ветхий Завет, там на первый план выступает как бы Бог, Творец всего, да, везде там Бог всемогущий, Бог там, ну как бы Отец, сам Отец на передний план выступает, да. Потом картинка меняется картинка, 2000 лет назад картинка сменилась, и на передний план кто выходит? Сын. На передний план выходит Сын. Но мы знаем, что Бог не двоится, а кто? Троица. Поэтому, когда Иисус вознесся, теперь на передний план выходит кто? Дух Святой. И Дух Святой сейчас все еще здесь, и Он продолжает свое действие. Он ведет церковь, Он ведет отдельных людей. Дух Святой сейчас здесь, на переднем плане. Он в нас, мы уже об этом говорили, да? Потому что Бог нас очистил. И Дух Святой здесь. Но что нам нужно? Нам нужно общение с Ним. Общаться нужно с Ним. Некоторые люди в церкви, они вообще не общаются с Духом Святым. Я удивляюсь, как они еще выживают. Они не общаются, они вообще ни с кем не общаются. Это вообще трагедия. Человек, существо социальное, он не может жить вот один, ему просто плохо становится. Если кому-то хорошо одному, но это патология. Вообще-то человек социален, неизлечимо социален, он просто больной на всю голову, понимаете. Ему нужно, чтобы кто-то был, с кем-то поговорить, с кем-то пообщаться. И вот с Духом Святым это обоюдное нечто. Благодать приходит от Иисуса, мы ее принимаем. Любовь приходит от Отца, мы ее принимаем. Но общение с Духом Святым – это обоюдное. И это так классно вообще.
Знаете, что на самом деле христианская жизнь, она может быть настолько захватывающей. Мы сейчас вот здесь вот с Мариной буквально парой слов перекинулись. Она говорит, вот вчера там одна сестра была на общении, и там, в общем, как бы общение как будто для нее было. Потом она пришла на собрание, и там все как будто продолжение прям для нее. Она говорит, я восхищаюсь, как Бог все делает. Да, можешь только восхищаться, когда ты внимателен, когда ты видишь, как Бог действует в жизни. Ты можешь только восхищаться. Поэтому, драгоценные, нам необходимо научиться общаться с Духом Святым. И Дух Божий или Дух Святой, он встречается с самой первой страницы в Библии, во 2 стихе. Помните, вот начинается книга Бытия и написано, в начале сотворил Бог небо и землю. Аминь. А потом написано во 2 стихе, земля же была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водою. Вот это слово «носился» у нас в русском языке, оно такое слово, связанное с каким-то беспокойством, чего-то как-то носится туда-сюда, носился, что-то, Дух Святой что-то носился, он тут над водой, что тут носиться-то над водой? Но Дух Святой никогда не носится. Он никогда не суетится. Дух Святой никогда не пребывает в беспокойном состоянии. Тогда что не так с этим словом? Что не так с этим словом? Слово «носился», еврейское «ракхев». С иврита слово можно перевести как «дрожать», «трепетать», «сотрясаться» или «парить». И самое близкое к этому значение вот этого слова, это, знаете, это есть во Второзаконии, 32 глава, 11 стих написано, как орел вызывает гнездо свое, носится над птицами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. То есть это слово, оно больше имеет значение, что он насиживал. Он как наседка. Знаете, курочка-наседка, она на яичко садится и насиживает его. И там в этом яичке что-то происходит. Он что-то раз, и смотришь, а тут кто вылазит такой желтый, о, ты откуда? Да? Вот это значение, что Дух Божий парил над водой. И знаете что? И вот земля была безвидна и пуста, это хаос, просто хаос, непонятно, что там происходит. Но Дух Божий парил, и начинали появляться образы, как Бог это задумал. Вот эти вот образы начинают появляться, и все становится таким прекрасным, из хаоса. Понимаете, что Дух Божий делал? Вот его задача. Он парил, он из этого хаоса высиживал Божий замысел. Ты знаешь что? Может быть, в твоей жизни хаос в каких-то сферах, да? Ты не знаешь, за что ухватиться, вот просто, вот все вот так вот. Тебе нужен Дух Святой. Нужно, чтобы Дух Святой там начал парить в этой сфере, чтобы в этой сфере твоей жизни Божий замысел проявился. Потому что Божий замысел, он всегда прекрасный. Все, что Бог задумал, оно просто прекрасно. Скажите аминь. И нам нужен Дух Святой для этого, драгоценные. Дух Божий, он как наседка, он высиживает жизнь. Конечно, какой-то процесс определенный, наше внимание к Нему, наше общение с Ним, наш контакт с Ним, и что-то происходит, что-то начинает происходить. Вот помните метаморфоз, да? Там написано, и не сообразуйтесь у римлян, первое послание римлян, 12 глава, там 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Да? Преобразуйтесь, вот это слово метаморфоз. Помните из биологии, там гусеница превращается в бабочку. Да? Сначала она такая прожорливая гусеница, она в основном всю жизнь свою жует что-то, жует постоянно, такая вот эгоистичное такое вот создание. И потом замирает она, какой-то такой превращается, какой-то пришелец из космоса, такой вот куколка, да, она как пришелец какой-то из космоса. И потом там что-то происходит, непонятно, что там происходит. Я вот помню, в детстве находил эти куколки, мне всегда было интересно. Ну, мальчишки они такие, они что-нибудь найдут, им надо разобрать, что там внутри, понимаешь? Вот. И я тоже открыл, что там внутри, открываю, там просто какая-то белая масса такая.
там что-то происходит, какой-то процесс. Но проходит время, потом эта куколка раскрывается, и оттуда совершенно другое существо появилось. Как? Это же была вот эта уродливая гусеница, которой страшно прикоснуться. А тут совершенно другое существо. Оно раскрывает свои крылья, чуть-чуть их высушит, и потом делает взмах. И основную часть своей жизни она проводит в полете, понимаешь? Совершенно другое существо. И вот Дух Святой, Он так действует. Знаешь, вот что-то в жизни такое похоже, что такое корявое какое-то все. Но когда мы даем место Духу Святому, Он начинает работать. И потом происходит преображение. И люди говорят: вау, это как так? А вот так. С Духом Святым надо общаться. То есть Дух Святой, Он приносит жизнь в тот хаос, где у людей вот этот вот хаос, где нет Божьего замысла. Поэтому Дух Святой, Он продолжает это делать сегодня в жизнях людей. Когда Бог землю творил, Он там из хаоса все Божьи образы, которые Господь вложил, Он их осуществлял. И сейчас Дух Святой это самое делает, только в жизнях людей. Аллилуйя, товарищи верующие. Вы такие серьезные все. Не все. Мне надо пару лиц, которые улыбаются. Недавно я беседовал со своим, немножко отступлю, со своим зятем. Он завтра будет проповедовать, наш зять. Такой хороший парень у нас вообще зять, проповедник такой. И он меня спрашивает: ну вот у вас как бывали ли такие моменты, что вы начинаете проповедовать, но оно не идет, как будто люди не принимают, как будто вот все здесь падает. Я говорю: да сколько раз было вообще? Смотрю на них, а они вообще вот такие вот сидят все, и мне им ничего не надо. Сколько раз, говорю, было такое, хочется просто уйти со сцены. Да ну вас, что я вот тут перед вами распинаюсь? И что, он клоун, что ли, распинаться тут перед вами? Говорю, у меня много раз такое было. Но я говорю, знаешь, что я делаю всегда? Я нахожу пару лиц в зале, которые смотрят, слушают, такие улыбаются, и им проповедую все. Остальные меня не интересуют. Поэтому давайте, если хотите в поле попасть моих радаров. Это шутка. Чем мы с вами отличаемся от неверующих людей? Вот верующий человек чем отличается от неверующего? Чем отличается? Знаете, что часто говорят в церкви? Говорят: но мы не курим и не пьем. И хочется сказать: и здоровеньким помрем. Ну и что не курим и не пьем? Вы думаете, в этом мире мало людей, которые не курят и не пьют? Да много таких. Знаете что? Еще в этом мире очень много людей, которые любят своих жен, мужчины. Жены любят своих мужей, они друг другу не изменяют. В этом мире столько много хороших родителей. Хороших, реально. И нам, верующим, некоторым просто нужно поучиться еще у них. Да, это правда. Разве не так? И чем тогда мы отличаемся? Ну, мы в церковь ходим, они тоже ходят на Рождество, на Пасху, яйца носят, освещать. Чем мы отличаемся? У нас есть Бог, а у них что, Бога нет, что ли? О, Наташа, она кое-что знает. Уже давно в церкви. Драгоценные, посмотрите, что говорит Библия. Что говорит Библия? Римлянам 8 глава 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Здесь ничего не сказано про образ жизни. Здесь ничего не сказано о том, что вы делаете или чего вы не делаете, как вы себя ведете, хорошо или плохо. Здесь об этом ничего не сказано. Здесь сказано: Дух Божий, если в вас пребывает, вот что определяет, кому вы принадлежите. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Представляете? Драгоценный, представляете, человек может ходить в церковь, вести праведный образ жизни. Понимаете, такой хороший со всех сторон, не подкопаешься, понимаешь? Но
если Духа Христова не имеет, он не Божий, он Богу не принадлежит. Знаешь, может быть другой, у которого, не все так нормально, есть к чему придраться, есть. Если вот там покопаться, знаешь, вот и бороденка-то можно вот ухватить. Но если в нем Дух Христов пребывает, вот что является главным показателем. Вот что является главной причиной, что мы принадлежим Господу. Драгоценные, понимаете, насколько важно присутствие Духа Святого внутри нас? Это определяет, мы Божьи или не Божьи. Аллилуйя. Аллилуйя. И посмотрите, на основании чего евреи приняли язычников в церковь. Вначале все апостолы, ученики Иисуса Христа, они считали, что Христос пришел только для евреев. Они все так считали, да? Но написано у нас, что Бог возлюбил мир. Скажите аминь. Вы знаете, что Бог возлюбил всех людей в этом городе? Они все Его, они об этом просто не знают. Они не знают, что с их грехами уже Господь разобрался. Их грехи – это не проблема, потому что Господь с ними разобрался. Их проблема – это невежество, они просто не знают. Они отчуждены от жизни Божией по причине их невежества. Они просто не знают, что за их грехи заплачено, что Бог их любит, они просто об этом не знают. Догадайтесь 25 раз, кто им об этом расскажет. Скажи кому-нибудь, ты догадываешься, про кого речь идет? И на основании чего же евреи приняли язычников? Они никак не могли принять их, потому что для них, для евреев, многие вещи, вот то, что делали язычники, как они жили, это было просто мерзость для евреев. Еще и они будут с нами в одной церкви? Да ну! Помните, как один попал на необитаемый остров, и через несколько лет его там нашли, и там у него некоторые постройки были, и две таких постройки с крестами наверху. У него спрашивают, говорят, а это вот это что с крестом? Он говорит, это церковь, в которую я хожу по воскресеньям. Он там один, минуточку. Говорит, а вот это вторая, что это за постройка с крестом тоже? Он говорит, а в этой церкви ноги моей не будет. Там ноги моей не будет вообще. Евреи, они не хотели язычников, они хотели, но Бог, Он хочет всех, Он любит всех, Он всех спас. Да? И как евреи могли принять, как их убедить, что язычникам тоже есть вход в Царство Божие, как им в Церковь Божию, как их убедить? А вот как, знаете, когда, я уже упоминал, когда в 10 главе Корнилию было видение, и потом Петр пришел и начал проповедовать. Корнилий, римский офицер, он представляет оккупантов, которые оккупировали Иудею, да, которые собирали с них налоги и так далее. И вот к этому язычнику Бог посылает Петра, и Петр приходит и проповедует. Да? Он проповедует, и вдруг что-то происходит. Дух Святой сходит на них, и они начинают молиться на иных языках. Вау! Никто этого не ожидал. Никто даже не думал, что так будет. Но дальше происходят разборки. Разборки происходят. Петра сразу же позвали апостолы. Говорят, это что там такое? Ты что, к язычникам туда ходил? И они не знают, как им делать, потому что в истории церкви это впервые такой вот инцидент, что вот, понимаете, какие-то язычники, что теперь с ними делать? Ты ходил туда, к ним проповедовал, они всем сердцем хотят быть с нами, а мы как бы не очень-то хотим. У нас есть свои, извините, порядки и так далее, законы и правила и все и прочее. И как быть? Они начинают его спрашивать, ну и что там произошло? И рассуждают разные мнения, решения. Потом Петр встает и говорит, друзья, вот я там был, я все видел. И знаете что? Вот там что написано, 11 глава Деяния апостолов, 17 стих. Петр говорит, итак,
Если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? О каком даре он говорит? О Духе Святом. Он это сам лично увидел. Он говорит, если Бог им дал без всяких условий, без всяких наших законов, то кто я такой? Бог их принял, и Он показал это, даровав им Духа Святого. Евреи вообще Дух Святой, если Он на язычниках, как? Это невозможно, язычники, они нечистые. Да, нечистые, но Бог их очистил. Мы говорили уже сегодня утром, очистил настолько, что именно этот Дух Святой может в них обитать. Вот на основании чего язычников приняли в церковь. Дух Святой имеет ключевое и главное значение во всей этой картине. Сегодня в церкви Дух Святой обитает. Дух Святой направляет церковь. Дух Святой – это тот, с кем нам надо постоянно держать контакт, чтобы наша жизнь была процветающая, чтобы наша церковь была процветающая. Вы знаете, вот когда я сюда приехал, в Якутск, собрание здесь было вот в том вагончике. Помните? Тесно, плотно. Кто вот здесь мастодонты есть? Мастодонты краеугольного камня. Вот есть здесь. Есть тут давно, от начала, тут вот в том вагончике, да? Когда я отсюда уехал, вот мы с Рейсой уехали, когда передали, здесь все была земля безвидная и пуста, понимаете? Придешь сюда на собрание, потом уходишь, ботинки все в пыли, все сумки у сестер в пыли, тут, короче, все. Но видите, какого пастора вам дал Господь? У него вот работает тяма. Посмотрите, как здесь замечательно. Я просто смотрю и думаю, вообще, трудно поверить, да? Еще лучше будет. Где Дух Святой, там порядок, там из хаоса приходит Божий замысел. Там красиво. Аллилуйя. Есть несколько вещей, которые блокируют действие Духа Святого в нашей жизни. Хотите узнать, какие? Он хочет действовать, и Он действует, но есть вещи, которые блокируют Его действие в нашей жизни, Его течение в нашей жизни, они просто блокируют. Мы поговорим о 4 из них. Братья и сестры, Бог – это источник неиссякающий, из Него постоянно исходит, благо исходит. Но почему-то до нас часто не доходит. Да? Бывает так, бюджет выделили там где-то наверху, он пошел, раз, а здесь на местах уже усох. Все. И некоторые люди думают, что с Богом тоже так же. Вот от Него исходит, там через пастора прошло, через их прошло, и нам тут что? А нам что? Но с Богом не так. Он источник неиссякающий. И от Него постоянно исходит благо. Дух Святой постоянно действует в нашей жизни. Но почему? Почему мы иногда этого не чувствуем? Почему иногда мы не видим этого действия Духа Святого в нашей жизни? Знаете почему? Знаете почему? Потому что есть вещи, которые блокируют. Он действует, но его можно заблокировать. Как его заблокировать? Знаете, все возможно верующему. Верующие могут заблокировать Духа Святого. Причем это могут сделать только верующие. Неверующие этого не могут делать. А верующие могут. Итак, 4 вещи рассмотрим, которые блокируют Духа Святого. Я с вами поделюсь, их больше, но я вот на 4 решил обратить внимание. Первое написано Ефесянам, 4 глава, 30 стих. Ефесянам 4 глава, 30 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Не оскорбляйте. Не оскорбляйте. Что значит оскорбить Духа Святого? Вас когда-нибудь оскорбляли? Кого из вас оскорбляли? Никогда не говорите за всех. Скажите, вас оскорбляли? Вот меня оскорбляли. Разные оскорбления были. Знаете, были такие оскорбления, когда я подаю руку, чтобы
поздороваться с человеком. Я ничего не ожидаю, и я, на мой взгляд, ему вообще ничего плохого не делал, да? А он мне просто не дает руки. Говорит, я тебе руку не подам. Это такое чувство, как будто тебе плюнули в лицо, да? И все. И потом ты уже не можешь к этому человеку, даже смотреть на него как-то не хочется, да? Ну, если честно. Ну, давайте по чесноку уже. Как бы не хочется с ним разговаривать, не хочется, потому что, плюнул в лицо, да? А что с Духом Святым? Как можно Духа Святого оскорбить? Как его можно оскорбить? Вот это слово «оскорбить», его можно перевести на русский язык с греческого как «сковать», «блокировать» или «огорчить». Сковать, заблокировать. Он хочет действовать, но мы можем его сковать, заблокировать так, что он не может действовать. Не, ну это же Дух Божий. Да, он Дух Божий, но он очень нежный, он не вероломный. И поэтому его можно сковать в своей жизни. Как кто-то может оскорбить Святого Духа? Знаете как? Это происходит во взаимоотношениях с другими людьми. Следующие стихи, которые следуют за 30 стихом. Смотрите, за 30 следует 31. И там написано: «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Как я могу заблокировать Духа Святого? Как я могу сковать Его, если я раздражительный, если я кричу на людей, если я, как здесь, если я со злобой разговариваю? Представляете, со своими детьми, со своей женой. Здесь написано: всякое раздражение, ярость и гнев и крик да будут удалены от вас. Почему? Потому что это сковывает Духа Святого. Это сковывает его внутри вас, когда вы так относитесь к другим людям. Потому что Дух Святой хочет, наоборот, через вас являть любовь, принятие. И там дальше написано: но будьте добры. Он хочет являть через вас доброту. Там написано: будьте сострадательны. Я на это слово особенно хочу обратить внимание. Знаете что? Бывает, человек по своей вине попал в беду, и ему очень плохо. И знаете, что хочется сказать? Но сам виноват. А Дух Святой, Он очень сострадательный. Однажды я спрашиваю у нашего сына, наш сын уже сам отец. У моего сына есть его сын. Вот честно, когда мы стоим рядом, я стою, мой сын стоит и на руках держит своего сына. Я никак не пойму, что это. Я отец, я его отец, а он его отец. Как это так? И вот я у сына спрашиваю, говорю: сынок, слушай, а вот есть в жизни какие-то вещи, которые, где я тебя вот огорчал, там, где, может быть, как-то тебе было неприятно, вот, когда, может быть, сострадание не проявлял к тебе. Он говорит, так недолго подумал, говорит, да, говорит, первое, что мне пришло, это, говорит, когда я, например, там бегаю где-то, а вы мне говорите с мамой: не бегай, ты упадешь. В общем, знаешь, как мы говорим, родители, аккуратней. И я, говорит, бабац, упал и ударился, и мне так больно. А вы, говорит, начинаете меня сразу ругать. Мы же тебе говорили, не бегай. А ему очень плохо, ему больно, понимаете. Я сижу и думаю, действительно, вот что мы за люди такие, а? Ему же плохо, ему больно, потом поговоришь, я тебе там говорил, наставлял, что ты в самом деле? Вот когда нам плохо, знаешь, даже если сам провинился, а если бы Бог с нами, а я тебе что говорил? Знаешь, никакой надежды вообще. Но Бог наш не такой, Он сострадательный весьма. И поэтому здесь написано: будьте добры и сострадательны. Да, провинился он, не провинился он, но ему плохо сейчас, ты понимаешь или нет? Тот же человек не понимает. Да. Если мы не проявляем это сострадание, эту доброту, это сковывает, блокирует Духа Святого. И мы потом удивляемся: а что в моей жизни Дух Святой не действует? Да он хочет действовать, но ты его блокируешь. Ты его блокируешь сам.
Второе, что блокирует действие Духа Святого в нашей жизни, написано в 1 Фессалоникийцам 5 глава 19 стих. Духа не угашайте. А? Духа не угашайте. Вот я вижу, что это правда. После обеда очень, очень опасное время. Друзья, сестры сестрам, братья братьям, сделайте вот так немножко, вот здесь разомните, чтобы кровь к голове подходила. Сделайте, я пока здесь у себя обойму перезаряжу. Сделайте кому-то, да, помните немножко. Это нормально. Да. Не вымещайте на них свое недовольство. А то я смотрю, некоторые пошли, вроде как бы претензию имеют. Духа не угашайте, написано, да? А что это значит? Как можно духа угасить? Как можно духом угасить? Другими словами, не презирайте духовные проявления. Не считайте их незначительными или маловажными. Многие с осторожностью относятся к духовным проявлениям. С осторожностью. Это нормально, потому что мы говорили о том, что люди склонны к крайностям. Некоторые с осторожностью относятся, но если вообще отвергать все духовные проявления, то это очень большая трагедия. Иногда могут быть вещи странные. Знаете что? Однажды в Нерюнгри у нас было лидерское собрание, к нам приезжал один епископ, и он служил, так здорово было. И вот во время одной молитвы, когда он молился, и музыка звучит, и я стою в переднем ряду, тоже молюсь, и так руки поднял. Аллилуйя, Господь, и все такое. Все правильно делаю. И вдруг у меня внутри, выйди вперед, встань на голову. Вы знаете, в Нерюнгре вот такая примерно сцена, да, высотой. Да? Была. И мне вот приходит выйди, встань на голову и ноги сюда закинь. Я думаю, я все равно, аллилуйя, Господь. Надо же заглушить это, что это такое непонятное. Это же, как-то, мы же в церкви, здесь все должно быть правильно. И это очень странное было переживание. У меня такая борьба началась. Я руки-то раскинул, типа молюсь, а сам внутри думаю, что это такое? И я боролся какое-то время, а потом думаю, мне все равно. Просто вот я выхожу, там в зале было человек 40, я выхожу, встаю на голову, ноги туда закидываю, даже есть фотографии такие, слава Богу, не в соцсетях. И стою и думаю, ой, дурень, что я делаю вообще? А знаете что? Потом я понял, что произошло. Я понял это спустя какое-то время, потому что потом начались события. Такие события, которые как будто что-то перевернулось, с головы на ноги встало, как должно быть. Это как пророческое действие. И я был в эпицентре всего этого. Понимаете, мне нужно было принимать какие-то ключевые решения во всем этом. И мне нужно было через что-то переступить, прям вот иметь дерзновение. Понимаете, иногда бывают пророческие действия, Дух Святой побуждает, а мы, нет, все правильно должно быть, это нелогично. А что логичного в том, что Бог говорит какому-то пророку, ну-ка пеки хлеб на кале человеческом? Чего? Это не Бог сказал, это Бог сказал. Пророку говорит, тут, Господи, можно хотя бы на корове? Можно. Это Бог сказал, минуточку. А другому говорит, лежи на одном боку 60 дней там или сколько. В смысле, Господи, это... Лежи. Зачем?
Понимаете, здесь вопрос не нашей логики. Написано, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Не угашай духа. Когда он тебя побуждает к каким-то радикальным вещам, каким-то радикальным действиям, это значит, что радикальные перемены могут прийти в твою жизнь. А ты можешь упираться, бояться, потому что это не вмещается в твою коробочку. Потому что ты, ну что, как обо мне люди подумают? Да люди сегодня так думают, завтра так думают. Люди такие непостоянные. Почему для тебя так важно их мнение, этих прекрасных людей? Дух Святой может повести нас к каким-то радикальным вещам. Но от этого может радикально измениться наша ситуация. И Библия говорит, не угашайте дух. Когда мы угашаем, мы блокируем его. Мы молимся, мы хотим изменений. Он нас ведет, направляет. Он может побудить вас пожертвовать. Столько пожертвовать, что вы в год столько не зарабатываете. А как? А как я буду жить? Знаешь что? Проживешь как-нибудь. Кто жил в 90-е годы? Выжили же мы как-то. Нам не платили по году по 2 зарплату, да, но мы же выжили как-то. Делились там то, что было друг с другом, да. Я даже помню, к одним приехал в семью, у них это лапша была вот эта. Лапша одна пачка. Они раз разломили, одну с женой себе заварили половину, вторую мне. Ну выжили же. Если Дух Святой к чему-то ведет, его не надо угашать, потому что это блокирует его действия в нашей жизни. Через вещи, которые, может быть, мы не понимаем, он хочет принести божественный замысел в нашу жизнь. А нам кажется, а как другие люди подумают? Да люди вообще о тебе не думают. Чего ты возомнил? Вы бывали на каких-нибудь мероприятиях, где вы приходите и себя немножко неловко чувствуете? Пришли на какое-то мероприятие, там все такие, знаете, так одеты, красиво, там какое-нибудь, например, торжественное какое-то мероприятие, пришли туда все. Помните, выпускной в школе, да? Кто помнит свою выпускную школу? Все пришли такие разнаряженные. Я помню, пришел на новогоднюю вечеринку, не помню, в каком я классе был. Я вот в чем ходил в школу, в том и пришел, потому что другого не было у меня одежды. Пришел, а все разодетые такие. И я смотрел на них, на всех. И мне кажется, что они все на меня так смотрят свысока. Мне так кажется. И знаете что, я обиделся и ушел. А на самом деле... Они каждый думал только о себе. Так, что они обо мне думают? А обо мне они что думают? Каждый думает о себе. Понимаете? Даже если подумают о тебе плохо, потом забудут все. Это не страшно. И поэтому Писание говорит, не угашайте Духа. То, к чему Он вас побуждает. Написано в Римлянам 12:11, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте. Господу служить. Пусть Он наоборот вас пламенеет. Пусть мы будем лучше безумны ради Христа, чем такие мудрые без Христа. Понимаете? И также во 2 Тимофею, 1 глава 6 стих написано, «По сей причине напоминайте я возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Возгревать – это значит ворошить тлеющий костер, чтобы огонь не погас. В древнем мире огонь не хранили горящим, его хранили в углях. И когда нужно снова разжечь, просто раздували. Вы когда-нибудь раздували костер? Вот они, угли тлеют, здесь есть рыбаки. Поехали на рыбалку ночью, да, костер разожгли вечером, хорошо, потом уснул, просыпаешься, холодно, весь трясешься, смотришь быстро, там еще есть угольки или нет. Если есть угольки, ты быстрее начинаешь раздувать, да? Да, Валера? Скажи, да, чтобы тепло тебе было. Быстрее начинаешь раздувать. Возгревай этот дар Божий. Раздувай это, наоборот, дай этому больше места, ищи больше водительства Божьего, возгревай это в себе. Не надо его игнорировать.
Потому что ты таким образом будешь блокировать движение Духа в своей жизни. Третье, я сказал о 4 вещах, мы уже к третьей подошли. Третьей вещи подошли. Не лгите Духу Святому, говорит Писание. А как мы можем ему лгать? Как мы можем ему лгать? Он же все знает. Деяния апостолов, 5 глава, с 1 по 4 стих. Некоторый же муж именем Анания, с женой своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены с ведома и жены своей. А некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажу не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. А где здесь Бог? Это же и с Петром он разговаривает. При чем тут Бог? А Петр говорит: а ты не мне солгал, ты Духу Святому солгал. Представляете, что произошло? И он упал мертвый. О, это так серьезно, братья и сестры. Слава Богу, что это исключение. Это не правило. Если бы это было правило, представляете, христиане как мухи мерли бы. Если бы это было правило, мы никогда не лжем. Да что вы, пастор, мы никогда не лжем. Да ладно, если бы это было правило, мы бы посмотрели тогда. Будь здорова, Раечка. А в чем же здесь ложь была? Почему именно Духу Святому он солгал? Почему Петр так говорит? Библия говорит, что отец лжи – это дьявол. Дьявол – отец лжи, то есть всякая ложь исходит от дьявола. Ложь о тебе самом, какой ты, ложь, которая тебя отравляет, ложь о других. Это все от дьявола. Он источник лжи, он родоначальник лжи, да? Ложь, она не только разрушает взаимоотношения между людьми, но также и блокирует движение Духа Святого. Ложь, она разрушает взаимоотношения, не правда ли? Если муж лжет жене, а жена лжет мужу, какие там будут взаимоотношения? Знаете, какие? Никакие. Там будут никакие взаимоотношения. Ложь, она разрушает взаимоотношения между людьми, но также ложь блокирует действие Духа Святого, движение Духа Святого. Он не может пребывать там, где лгут. Ложь – это открытое место для действий дьявола. Это как будто дверь открывают и позволяют дьяволу заходить и приносить туда разрушение, пагубу. В Ефесянам 4 глава 25 стих написано: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Что имеет в виду апостол? Он говорит, другими словами, он говорит, ложь – это яд. И если ты принимаешь яд, да, если ты этот яд распространяешь, страдает все тело. Вот в тело попал яд, все тело начинает страдать. Он говорит, не лгите друг другу, потому что мы члены друг друга. Это отравляет всех. Это разрушение приходит на другие члены тела. Также здесь речь идет, знаете, о чем? О мотивах. Это очень важно. Очень важно. Люди не понимают, что Бог больше смотрит на мотивы. Люди часто думают, что главное, что какие мои действия. Нет. Для Бога важно, почему ты делаешь то, что ты делаешь. И может быть в глазах людей это выглядит очень красиво, духовно, и ты такой, и похвала тебе от людей, и все восхищаются тобой. И какой ты хороший, какие великие дела Божии делает. Да? Но Господь смотрит в сердце. Почему человек делает? Потому что он ради этой похвалы, может быть, ради каких-то привилегий, ради какой-то корысти, что им движет. Бог на это прежде всего смотрит. Но насколько важны мотивы? Я люблю этот пример приводить. Вот послушайте, есть маленький ребенок, маленькая девочка. Например, девочки
2 годика, маленькая девочка. Она смотрит, что мама постоянно моет посуду. Постоянно моет посуду. Например, большая семья, и мама постоянно моет посуду. И эта девочка, она так любит маму. Такая маленькая, она так любит маму свою. И вот после очередной вечеринки домашней семья посидела, гору посуды там составила, мама еще не добралась, чтобы посуду мыть, а эта доченька ушла потихоньку на кухню. Все сидят, семья общается, и вдруг такой грохот. Битое стекло, звучит все там, заходят в кухню, прибежали, а там все тарелки разбиты. Тарелки вот эти вот, которые говорят, не бьющиеся, вот эти вот французские, все разбились. Понимаешь, все разбито в хлам просто. И она стоит вся в пене вот с этой губкой и стоит. Что можно сделать? Знаете, что можно сделать? Можно ее отлупить. Ты что натворила? Ты всю посуду нам разбила. Как мы теперь будем пищу принимать? Можно ее отлупить, да? А можно понять просто, почему она вообще за это взялась. Знаешь почему? Потому что она маму любит. Она хочет маме помочь. Она говорит, все, мама, сяй уже. Все, и пошла мыть посуду. И она, неловко повернулась, развернулась, и все это разбилось. В чем дело? В чем дело? Знаете, дело в чем? Дело в мотивах ее. Вот поступок какой-то неправильный, всю посуду разбила. А мотивы какие? Вот если в положительном смысле смотреть, и в отрицательном то же самое. Этот Анания, он увидел, что, оказывается, те, кто все продал, все принес, сразу они такие, о них говорят, вот Варнава там все продал. Они тоже захотели, чтобы про них говорили. А мы что, лысые, что ли? Они пошли, продали, но часть утаили для себя. А кто тебя вообще требует от тебя? Ты половину отдай, или 1/3 отдай, или хотя бы 10 отдай, а? Понимаешь, но они как будто все. А сами утаили. Здесь вопрос, мотивы, что внутри тебя происходит. Люди часто обманывают сами себя. Самая страшная ложь – это ложь самому себе. Это самая страшная ложь. Почему? Потому что она разрушает больше всего самого человека. Поэтому здесь вопрос о том, что происходит внутри тебя, о мотивах. Ведь Дух Святой знает, что там внутри. А мы говорим, нет, все нормально. И это блокирует его действия в нашей жизни. Пастор Алексей, зря собрание после обеда назначили. Но тяжело людям. Некоторые не вывозят, понимаешь? Сидят такие. Проснись, душа. У меня последний пункт остался. И еще одна вещь, которая блокирует Духа Святого. Не протився Духу Святому. Знаете, почему есть это? Потому что верующие противятся Духу Святому. Давайте с вами прочтем Деяния апостолов, 7 глава, 51 стих. 7 глава, 51 стих Деяния апостолов. Это Стефан, помните? Стефан, которого побили камнями. Вот после этих слов его сразу же забили камнями. А до этого он проповедовал им, своим гонителям и убийцам своим он проповедовал. И в конце он говорит, жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Это очень серьезные слова. Представляете, пастор выйдет и начнет: жестоковыйные люди, у вас сердца ваши не обрезаны, уши ваши не обрезаны. Вы всегда противитесь Духу Святому. Ого! Это очень серьезное обвинение. Представляете, он говорит, вы всегда противитесь. Боже мой, как это ужасно. Представляете, как ужасно быть человеком, который всегда противится Духу Святому. Дух Святой постоянно побуждает, к чему-то ведет. Он хочет принести порядок, Божий замысел в хаос твоей жизни. А тебе говорят, что ты человек, который всегда противится Духу Святому. Ужасно.
Ужасно. Вы знаете, здесь написано, он говорит, жестоковыйный, вы жестоковыйный с негнущейся шеей. У меня, когда здесь вот застужу я шею, я такой хожу, как терминатор, вот так вот поворачиваюсь. Жестоковыйный такой, знаете. Когда конь или осел не хочет идти вперед, кто катался на лошадях? Вот я катался на лошадях, знаете, когда лошадь не хочет идти вперед, ты ее понуждаешь шпоры, да, и шпоры в бока, а она не хочет идти, что она делает? Она вот так шею напрягает. Жестоковыйные. То есть напрягать шею. Это активное противление. Активное. Это не просто, мне что-то неохота. Нет, это позиция прям, это бунт прям такой, понимаете? И апостол обличает их. Стефан, он обличает, он говорит, вы жестоковыйные люди, ваши сердца не обрезанные, внутри вас бунт, ваши уши не обрезаны, потому что вы любите слушать только то, что льстит вашим ушам. Знаете, что я хочу сказать вам, братья и сестры? Слава Богу, это не про нас. Или я ошибаюсь? Вы знаете, если мы противимся Духу Святому, мы блокируем действие Духа Святого в нашей жизни. Мы просто блокируем. Противиться значит проявлять упрямую непокорность, настойчивый бунт. Это блокирует действие Духа Святого в нашей жизни. Есть вещи, которые мы делать не хотим, но Дух Святой побуждает. И мы можем выбрать упрямиться, не гнуть свою шею, а можем быть послушным. Давид, ты можешь включить фон нам хороший? Мы сейчас скоро будем молиться. Я, наверное, рассказывал вам эту историю, а может быть нет. Это может быть единственный мой недостаток, что я одни и те же истории рассказываю постоянно. Это история одного пастора. Но тогда он еще не был пастором. И вообще, когда он был неверующим, он начал жестко пить просто. Он очень жестко пил просто. И спился так, что у него семья развалилась. 2 детей было у них в то время. Девочка и мальчик. И он спился до того, что он оказался в подвале. Вот он бомжевал просто с другими своими коллегами по цеху. Настолько сильно опустился. Его жена вышла за другого замуж. И там произошла трагедия, там нехорошие вещи в этой семье. Она с ним тоже рассталась. И в то время активно везде проповедовали, везде, где можно, братья и сестры в церкви. И вот, знаете, его нашли братья в этом подвале. Начали ему проповедовать о Христе, и он уверовал. Он уверовал, всем сердцем уверовал, искренне прям обратился к Господу. И быстро Господь его восстановил, все, и он в церковь пришел. Собрание большое собрание. Все бы хорошо, но в этом собрании на другом конце его жена сидит, и его дети сидят. Они уже несколько лет все, не живут вместе. А он, когда его отмыли, побрили, выпрямили, он такой мужчина солидный такой, видный такой. А в церкви есть незамужние сестры. И они давай вокруг него хороводики водить. Выбери меня, выбери меня. Но ему говорят служители, слушай, вот там же твоя жена, вон твои дети, восстанови семью. Он говорит, не, я не хочу. С этой женщиной я жить не хочу, все. Это все было в прошлом. Мы неверующими были, все, она мне больше не жена, я не хочу. И внутри у него что-то было такое. Он понимал, что ему правильно говорят, но он не хотел с этим соглашаться. И время идет, понимаете, приезжают какие-нибудь гости, проповедники приезжают, и он каждому подходит и говорит, я же не должен, если это было до, я же не обязан. Но а гости, они хотят лишнего сказать, они говорят, не знаю, может,
Пойдите к пастору вашему, спросите. Зачем человек это спрашивает вообще? Почему он подходит к каждому? Потому что что-то внутри его не так, да. Но он очень искренне обратился к Господу. И однажды он молился. Он молился, и он так молился на коленях. И он, знаете, он прям так говорил: Господи, я так Тебя люблю. Я так Тебе благодарен, что Ты меня спас. Ты не дал мне в этой грязи там помереть, к грешнику падшему. Ты меня спас. И я так Тебя люблю. И он молился, так благодарил Господа. И вдруг Дух Святой говорит ему: восстанови свою семью. И он говорит: о, Господь, нет, пожалуйста, только не это. Я не хочу, Господь, я не хочу этого. И вдруг Господь ему говорит: сделай это ради меня. Потому что ему говорили: сделай ради детей, сделай ради жены. Он ни ради кого не хотел это делать. Но когда Господь сказал ему: сделай это ради меня, и он начал рыдать, он сказал: Господь, ради Тебя я сделаю все, что Ты хочешь. Он начал плакать, сокрушаться. Вы знаете, однажды Петр, который отрекся от Христа, прибежал там вплавь, прибежал к этому костру, сел. Ну что ты туда бежишь? Ты же отрекся. Сейчас тебя спросят: ну что? У него борьба такая внутри, он сел, он там, они, наверное, ученики там говорят все что-то там: о, какая рыба вкусная, а Петр молчит, сидит. А он такой говорливый до этого был, вы помните, да? Но здесь он молчит, сидит, и вдруг Иисус поворачивается к нему и спрашивает: Симон, ты любишь меня? Знаешь, что имеет значение в жизни? Любишь ли ты Господа? Любишь ли ты Господа? Готов ли ты быть послушным Ему, несмотря ни на что? Вот что имеет значение. Он не задает тебе вопрос, что ты натворил. Потому что если ты любишь Его, все поправимо. Все может измениться. И знаете, что этот брат сказал? Господи, ради Тебя я это сделаю. Он восстановил свою семью. Они отучились в библейской школе. И поехали на миссионерство, открыли церковь. И много лет прослужили вместе. Потом пришло время, Господь забрал жену, она уже с Господом. Его дети в церкви служат Богу. Он все больше не женился. И знаете, что он мне сказал? Он говорит: я за всю свою жизнь вот с женой после этого, она не идеальная, говорит, у меня была, у нас разное после этого было, но я ни разу не пожалел, что я послушался Господа, что я сделал это ради Него. Драгоценные, я вас хочу вдохновить: не блокируйте Духа Святого. Не блокируйте Духа Святого, потому что Он хочет принести Божий замысел, божественный замысел в вашу жизнь. Это самый прекрасный замысел, который есть у Отца о каждом из вас. Ищите общение с Ним, ищите Его водительство. Ваша жизнь будет процветающей. Ваша жизнь будет процветающей. Давайте сейчас поднимемся и будем молиться.